безусловно, самое такое громкое и скандальное событие последнего времени – это отставка Магомед Салама Магомедова и назначение на его место Рамазана Абдулатипова. И как бы скандальность, и вот перчинка в этой ситуации связана даже вот не с самим фактом, ну, досрочно отправили в отставку, там, да, то есть назначенного несколько лет назад там, лидер региона. Там, да, ну, подумаешь, что не бывало никогда. Но именно в этот раз шла какая-то очень сложная подковерная борьба, шел поток слухов, шел поток сообщений. Люди выходили как бы на площади в ожидании новостей. В общем, как-то это было как бы громко, скандально, там, остро и так далее. На самом деле я не верил, что эта отставка состоится. Я как бы считал, что никаких причин для отправки, политических причин для отправки Магомеда Салама Магомедова в отставку нет. Так, достаточно прогрессивный чиновник, который действовал в рамках возможного для него, там, да, то есть вряд ли он мог сделать что-то больше. Для меня как бы эта отставка загадочна. Там, да, я не вижу никаких рациональных резонов для того, чтобы вот она состоялась. Многие говорят о том, что тут была игра крупных олигархов, крупных бизнесменов, таких как Сулейман Керимов, что у него был интерес к морскому порту Махачкалинскому, к аэропорту в Каспийске, и поскольку вот в комплекте с Магомед Саламом не получалось взять под контроль эти ресурсы, он как бы вот поменял как бы руководителя. Ну, это означает на самом деле лишь то, что бизнес-интересы такого типа людей, они оказываются настолько важными, настолько серьезными, что Москва готова на кадровой перестановке в таком как бы важном регионе, если это действительно правда, если действительно вот эту вот смену руководства лоббировал Сулейман Керимов. Это как бы один момент. Там, да. Честно говоря, я не вижу других причин, просто представить не могу, там, да, что могло быть еще для того, чтобы произошла эта замена. Что касается Рамазана Абдулатипова, ну, наверное, у него есть плюс. Там, да, это человек достаточно оторванный от республики, ну, может быть, не полностью оторванный, но не очень погруженный в систему отношений политических, экономических, которые царят там в республике. Поэтому он, очевидно, не будет играть на стороне той или иной группировки. Это безусловный плюс. У него есть огромный минус. Там, да? Во-первых, этот человек никогда не занимался крупным хозяйством. То есть он был министром без портфеля, то есть без министерства. То есть человек, который имел там 2-3 общественных советника и 2-3 секретарши. Там, да? Чуть большее хозяйство у него было в Таджикистане, когда он был в этой стране послом России. Там, да? Ну, наверное, там здание, аренда, там, штат, там, да? Ну, не знаю, какой там штат, там, может 20 человек, может 50. Там, да? Но, в общем, все равно это не слишком большое хозяйство. Скажем так, нет у этого человека серьезного большого управленческого опыта, скажем, каких-то идей ярких, необычных, которые бы он мог реализовать, которые он раньше озвучивал, там, да, я как-то у него тоже не замечал. Хороший, интеллигентный, образованный человек. Какой резон был назначать его главой республики, я не знаю. Там, да, то есть, вот, как бы, мне вот не видно, что такого в нем было, что вот он как бы необходимо было поменять Магомед Салама на него. Для меня загадка. Для меня загадка. Я был абсолютно уверен, что все эти слухи являются только слухами и никакими планами, никакой не подготовкой к смене руководства.